Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Поздравляем вас с Днем Республики Саха-Якутия. Күнді телевизор көрәтшілері, онна радионы істәтшілері. Сардаңалақ-саргалақ Саха Республикатын өрігөй күнінен әғірдәлейбіт. Это прямая линия с главой Якутии Егором Афанасьевичем Борисовым. В студии работают Александра Хлопкова и я, Александр Лысак. Егор Афанасьевич, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Также с нами в студии работают наши коллеги Екатерина Карпухина. Здравствуйте. И Николай Борисов. Всем привет. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Многоканальный телефон студии 320111. Поскольку у нас сегодня не интервью, а беседа, нужно вступать в дискуссию. В основном, как я понимаю, разговор пойдет о объемах, процентах и задачах, но все-таки хочется начать с личного. Как вы начали свой рабочий день сегодня, Егор Афанасьевич? Ну, во-первых, я хотел бы поздравить всех якутян с этим прекрасным нашим государственным праздником Днем Республики. И пожелать всем хорошего настроения, хорошего настроя для того, чтобы решить те или иные задачи, которые имеет каждый якутянин. То, что сегодня праздничный день, это не означает, что у меня как бы целый день как праздничный день, как бы праздничное настроение присутствует, но при этом, конечно, больше всего речь идет о рабочих делах. Но первый шаг, который я сегодня сделал, это новое, то, что в своем доме я вывесил флаг России и Якутии. Я хочу, чтобы через этот государственный символ у нас все-таки определенным образом чувствовался, воспитывался патриотизм. Патриотизм именно земле нашей якутской и российскому государству. Это во-первых. Во-вторых, я сегодня готовился до обеда, провел рабочее совещание в связи с тем, что я завтра уже с утра выезжаю в Москву. Завтра у меня 3 совещания, 3 встречи, и послезавтра тоже 2 совещания и встречи. Поэтому мне придется на ходу, и, несмотря на праздник, готовиться, настраивать правительство республики. Ну а дальше уже праздничные мероприятия, возложение цветов памятнику Максиму Кирилловичу Амосову. И поздравил якутян в торжественном собрании, вручил государственную награду республики и пришел к вам. Егор Афанасьевич, тут как раз наш коллега Николай Борисов хочет спросить вас, Коля, пожалуйста. Спасибо, Саша. Егор Афанасьевич, прозвучало очень много слов поздравлений с праздником. Вчера певец Олег Газманов посвятил клип, посвященный Якутии, Дню Республики, «Вперед, Россия». Мы знаем, что сотни жителей, опять же, присоединились к акции «Флаг России и Якутии», который был инициирован молодежным правительством. У вас в Инстаграме был флаг на даче, это было просто замечательно. Ну и хотим по этому поводу спросить, вот, что для вас такое республика, что такое патриотизм? Спасибо. Ну, вы, Николай, затронули очень важный вопрос. Сегодня, когда мы говорим о развитии республики, когда мы говорим о воспитании наших кадров, если мы хотим создать определенные условия быстрого развития республики, мы должны иметь людей, которые прежде всего любят свою родину, любят свою Россию, Якутию, свой родной район, наследие. И мы, конечно, при этом должны понимать, что патриотические чувства всегда должны присутствовать. Что это означает? Прежде всего, конечно, мы должны знать свою историю. Историю, особенно вот мы сегодня, когда празднуем День Республики, возвращаемся к своим истокам создания государственности республики. Мы возвращаемся к тем фамилиям, тем именам, которые создавали эту республику. Это Платон Алексеевич Айвунский, Максим Кириллович Амосов, Сидор Никифорович Барахов и так далее. И при этом понимаем, какую жизнь они прожили. Вот за те исторические времена, которые мы прошли в 20 веке и в начале 21 века, кто нам создавал условия развития республики, какие события происходили, мы в каком именно плане должны принимать то, что было, и, конечно, без определенного понимания истории, без определенного представления тех лидеров, тех людей, которые создавали нашу республику, или конкретного района, или наследия, то нам в дальнейшем как бы создать какую-то преданность к делу, ответственности перед Родиной, перед республикой, перед
наследием районам это сложно. Поэтому нам необходимо прежде всего сегодня вернуться к той идее, что необходимо сегодня для молодежи создать условия, чтобы они изучали историю родного края. Малой родины, большой родины. Этот шаг надо сделать. Ну а с другой стороны, мы должны старшее поколение сделать все возможное, чтобы это было представлено подобающим образом для молодого поколения. И, конечно, это то, что сегодня есть какие-то определенные проблемы, это пробелы того поколения, которое мы сегодня представляем. Поэтому надо вернуться к этому. Я дам поручение сегодня с учетом многих разговоров в последнее время Министерству образования дать 1 час за неделю изучить историю Якутии. Вот тогда мы истинно вернемся к патриотическим пониманиям, любви к родине. Ну, а с другой стороны, есть другие формы. Технические, спортивные, военно-патриотическое воспитание. По всем этим направлениям работа сегодня идет. Егор Афанасьевич, вот у нас есть включение с площади Театра оперы и балета, где в настоящее время проходит праздничный концерт. Наш коллега Дмитрий Аргунов на связи. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, студия, добрый вечер, Якутск, и добрый вечер, конечно же, республика, которая сегодня празднует свой день рождения. Буквально несколько минут тому назад в здании Государственного театра оперы и балета завершилось торжественное собрание общественности, посвященное этому праздничному дню. И здесь со мной находятся представители нашей якутской молодежи, которых тоже есть что спросить главу. Давайте мы начнем, дамы первее. Аина. Здравствуйте. Как мы все знаем, сейчас идет активная подготовка к столетию республики. И такой вопрос. Каким вы видите Якутию в 2022 году? Вопрос очень интересный. Я с большим удовольствием отвечу. Но, во-первых, мы уже говорили и сегодня о том, что к 2022 году надо иметь миллионного человека, чтобы республика все-таки пополнилась как таким понятием, что миллионный субъект. С другой стороны, я сегодня в своих программах четко определил конкретные ориентиры, что мы должны добиваться к этой дате. В частности, я представляю, например, таким образом, вот конкретные события должны происходить. Я хочу, чтобы в 2022 году все вместе поехали по асфальтированной дороге до Алдана в выходные дни отдыхать. Это условия сегодня будут. Или на железной дороге, именно на пассажирском поезде поехать, за 4 часа доехать и 2 дня выходных отдохнуть, или в Нюрнберге и в Алдане. Сегодня мы должны сделать так, чтобы до Усмаи, до Кабяи на машинах ездили круглый год. Мы такие условия сегодня создаем. Или мы должны понимать, что если сегодня очень много разговоров ведется о двухсменной, трехсменной учебе в школах, я думаю, что в 2022 году мы достигнем такого уровня, что все школы будут работать в одну смену, а вторую половину дня они посвятят дополнительному образованию. То есть мы должны создать такие условия, чтобы сегодня мы ликвидировали очередь в детским садам, то к 2022 году все населенные пункты будут обеспечены такими красивыми детскими садами. Такую программу мы начали сегодня реализовать. Я мечтаю, что в сельском хозяйстве, которое очень много нареканий, много разговоров ведет, все-таки мы добились, чтобы первая продукция пошла официально на экспорт за пределы Российской Федерации. Потому что у нас все-таки уникальное сельское хозяйство, уникальная продукция, экологически чистая. В общем, очень много планов, которые мы должны иметь. Я не говорю уже о тех дворцах, о тех объектах, которые мы намерены построить, они появятся. Вот такое мое представление 2022 года, ближайшие, все это осталось 6 лет. Очень хорошо. Насколько известно, у нас есть еще второй вопрос. Давайте дадим возможность. Спасибо, студия. У нас есть второй вопрос. Это первый вопрос Аины Свиновоева, специалиста Центра волонтеров. И Айсен Федоров, студент 4-го курса юридического факультета. Ваш вопрос. Здравствуйте. Уже долгое время нас беспокоит такое понятие, как кризис. Как вы считаете, что нужно предпринять для того, чтобы якутяне минимально могли почувствовать на себе данный кризис?
Понимаете, сегодня я очень уверенно должен сказать, что кризисы, которые были озвучены еще в 2009-2010 годах, когда мировой кризис был озвучен уже в пределах Российской Федерации, мы принимали очень много мер, и наше население, по сути, этот кризис не почувствовал. Даже меня немножко упрекали, когда мы ездили по сельским районам и говорили, что, Егор Афанасьевич, вы много-много говорили о кризисе, а где ваш кризис, они спрашивали. Я хочу создать примерно такие же условия сегодня в республике. В частности, 2015 год якутяне этот кризис не почувствовали. Но определенное влияние есть. Поэтому мы для того, чтобы вы не почувствовали, чтобы наши отрасли экономики в прошлом году определенно выдержали ту нагрузку, которая присутствовала в целом по стране, мы выделили 17 миллиардов рублей. Те мероприятия, которые были заложены, мы выполнили 88%. И последствием это является то, что 2015 год был у нас сохранен тот рост, который мы добились в последние годы. То есть 2015 год мы не почувствовали кризис. В 2016 году сегодня определенно чувствуется. Это по доступу к финансовым ресурсам, кредитным ресурсам, это по лизингу, это по ипотеке. Есть определенные сложности, но тоже мы принимаем меры, и мы будем минимизировать. Единственное, что мы сегодня явно по настроению людей можем делать выводы для себя, чтобы принимать дополнительные меры, это доходы населения. Реальные доходы населения застопорились. Это и мы видим. И хотим сегодня четко контролировать рост цен и тарифов. Здесь тоже меры принимаются. Поэтому мы принимаем столько конкретных действий, чтобы наши люди все-таки не испытывали ту трудность, те проблемы, в которых, к сожалению, сегодня уже 2 года чувствуют другие субъекты Российской Федерации. Спасибо, Егор Афанасьевич. Я напомню, это был Дмитрий Аргунов с площади у театра оперы и балета. Но это не последнее подключение, так что еще увидимся, Дмитрий. Спасибо. Дружбы и, конечно же, мы ожидаем еще дальнейшего включения. Спасибо. Спасибо, студия. Спасибо. Егор Афанасьевич, ну, теперь давайте перейдем к нашей аудитории. Вот, пожалуйста, Екатерина Карпухина. Александр, спасибо. Сегодня у нас в студии собрались представители абсолютно разных сфер жизни. Все они надеются задать вам вопрос. Первым такую возможность имеет представитель коммунистической партии Сава Михайлов. Что волнует вас? Больше всего волнует не только республику, мне кажется, в особенности моих земляков, величан, сегодняшняя попытка запуска ракеты из космодрома Восточный перенесли запуск на завтра. Я хотел бы вопрос задать по данной теме. Вот как будет это безопасно, какие условия, как дальше будет правительство республики с Роскосмосом работать. Вот место падения, например, в нашем Лусе, это Куляцкий регион, там дороги нету. Сейчас, например, если обломки второй ступени завтра упадут, наверное, еще могут собрать. А летнее время, осеннее время там болотистое место. Поэтому инфраструктуру надо как-то предусмотреть, амбулаторную часть. И поэтому и в дальнейшем, будущем, мне кажется, будем ли добиваться все-таки изменения траектории, чтобы летали не над Якутией, как-то так. Спасибо. Вопрос очень серьезный, и я понимаю, что обеспокоенность и определенно есть у местного населения, которое проживает в Величском районе, в северных наслегах, в заречных наслегах. Здесь 2 аспекта есть. Первый аспект – это речь идет в целом о развитии космоса. Это реализация государственной программы, которую Россия реализует много-много десятилетий. И при этом мы знаем, что российское государство является лидером развития космической промышленности, космического транспорта. С этой точки зрения мы, конечно, должны поддерживать развитие этой отрасли. Это не только развитие науки, но это и обороноспособность, это технический прогресс. С этой точки зрения мы все понимаем. Но с другой стороны, конечно, есть определенный психологический момент, потому что когда в советское время запускались ракеты и население об этом не было осведомлено,
Даже на территории Якутии производились подземные ядерные взрывы, и которых никто не знал и никто не представлял. Даже были аварийные сбросы, с этой, если разобраться. Об этом молчали. И в результате у людей появились какие-то подозрения, опасения, тем более в тех местах, где вот это явление происходили, определенным образом и показатели по здоровью населения тоже как бы имели определенные колебания. Это вызывало сложное такое представление. Поэтому оправдываться, поэтому как-то рассказывать или объяснять людям становилось сложнее. Но мы Роскосмосом ведем очень принципиальные и более конструктивные подходы, чтобы они приехали открыто, гласно объясняли нашим людям на определенных требованиях закона по послушаниям, которые они должны проводить, и объясняться. С этой точки зрения требования правительства республики выполняет. И очень много переговоров вели, много раз они приезжали на территорию Вилийского района, встречались с населением, пытались там объяснять. Но мы сегодня уверены в том, что по тем выбранным маршрутам, которые есть на территории Якутии, это 3 маршрута, 3 района должна хватить. И это и Алданский район, это и Горно-Лекунский район, и Вилийский район. С этой точки зрения по маршрутам сложно что-то оспаривать, потому что космические аппараты должны работать строго по конкретным ориентирам, по конкретным орбитам. Поэтому любое отклонение на какую-то долю градуса, это вызывает очень большие наверху, как говорится. Поэтому с этой точки зрения Роскосмос подходит очень серьезно. Поэтому мы больше всего внимания уделяем, чтобы это было безопасно. И они нам доказывают, что раньше в космических аппаратах использовался так называемый ядовитое топливо, как гептил, то они сегодня нам объясняют, что используется для ракетного топлива керосин плюс кислород. Это они считают безвредным, и нам это пытаются доказывать и показывать. И мы сегодня заключили соглашение с Роскосмосом, чтобы полнота ответственности была за Роскосмосом, если будут созданы какие-то дискомфортные условия. Хотя они это гарантируют исключение этого подхода. Но мы все равно опасаемся. Поэтому перед запуском ракеты с космического полигона «Свободный» сегодня непосредственно в втором Куляцком наследии находится бригада членов правительства республики во главе с первым заместителем председателя правительства Петром Николаевичем Алексеевым. Но по большому счету, если так по-грубому, они сегодня являются заложниками, там находятся непосредственно. Но с другой стороны, мы провели сейчас мониторинг до запуска ракеты. Если завтра в 11 часов запустят ракету, потому что сегодня перенесли, то мы сразу после них тоже проведем мониторинг, проверим и будем сравнивать вот до выстрела и после выстрела. И посмотрим, какое влияние будет. А потом уже начнем действовать. Вот такой подход. Обеспокоенность есть, но ситуация там спокойна. Я напомню, номер телефона прямой линии 320111. И как мне сообщают, у нас есть уже первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите. Добрый вечер. Говорите. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я из города Алдана, Гнездова Надежда Гавриловна. У меня такой вопрос. Из-за плохого обслуживания врачей пострадал мой муж Миненков Александр Бытович. Пришел на своих ногах в больницу, а вынесли на носилках, врачи отказались лечить. И сын увез на своей машине в Благовещенск. И сейчас медики борются за жизнь моего мужа. Прошу принять срочные меры к врачам хирургического отделения города Алдана. И также нет у нас врачей-уролога и онколога. Так. Хорошо, спасибо. Вопрос касался качества работы врачей Алданской центральной районной больницы. То есть люди не удовлетворены. Я понимаю обеспокоенность и вообще по вопросам медицины со стороны населения республики. Это не только в Алданском районе. У нас есть определенные проблемы в здравоохранении, но мы должны понимать эти проблемы следующим образом.
С точки зрения оснащения наших медицинских учреждений, в технологическом плане, то мы провели очень большую работу. Последние годы миллиарды рублей, но если точнее, то где-то 11 миллиардов рублей мы израсходовали только на приобретение высокотехнологичного оборудования для того, чтобы поддержать диагностику, лечение наших больных. С этой точки зрения мы все-таки продвинулись. Кроме того, большие средства мы расходуем на создание материальной базы с точки зрения зданий и сооружений. Здесь тоже определенные, в частности в городе Якутске, в районах проводится тоже большая работа. Вот на днях мы, например, ведем в Верхневелийском районе большой медицинский центр. Что касается промышленных районов, Балданского района, Нерюнгринского района и Мирнинского района, эта проблема очень большая. Почему? Потому что мы до середины 2000-х годов, когда ввели разговор о поддержке медицины, то мы в основном уделяли внимание городу Якутску и сельским районам. А промышленным районам по инерции, тогда, когда в свое время городообразующие предприятия, золотари, алмазники, угольщики поддерживали здравоохранение, были ведомственные подходы и даже транспортников, мы как-то не обращали внимания. Но вот тогда, когда ситуация изменилась, и все учреждения здравоохранения были переданы в государственную собственность или муниципальное ведение, то мы как-то не обратили внимания укрепления материальной базы, укрепления кадрами в промышленных районах. И в результате возникла определенная проблема, чем мы сегодня занимаемся. Но с другой стороны, вот в начале года, когда было очень много заявок, жалоб по отношению к медицинским учреждениям, мне пришлось непосредственно в городе Якутске ходить по медицинским учреждениям и самому почувствовать настроение людей, искать причины, в чем это заключается. Ну и пришли к выводу о том, что сегодня в медицине самая главная проблема – это работа с пациентами, непосредственно врачей с пациентом. Здесь нам необходимо сегодня поднимать ответственность медицинских работников, нам необходимо организационную работу провести и, конечно, наладить порядок приема граждан с использованием информационных технологий. Вот здесь вопросы есть. И в связи с этим мною были приняты более радикальные меры, вплоть до того, чтобы принять и кадровые решения. Мы сегодня назначили нового министра здравоохранения, который пришел прямо с практики, главный врач района, он знает эту проблему, у себя навел порядок. Вот этот опыт будет использовать именно на наведение порядка в этом плане. Я дам поручение, чтобы он непосредственно занимался Алданским районом и Нерюнгринским районом. В Нерюнгрин он съездил, я думаю, в ближайшее время он в Алдан съездит и разберется. За неделю мы получили несколько сотен вопросов по WhatsApp. Кстати, они отображаются на наших экранах в студии. Предлагаю озвучить один из таких вопросов. Житель Якутска Семен спрашивает, как выстраиваются отношения с крупными российскими компаниями, работающими в нашей территории, чего удалось добиться, а чего нет, какая польза от них для нас? Вот такой вопрос. Понимаете, это вопрос очень сложно объяснить нашим людям, потому что этим надо заниматься, постоянно объяснять надо. Дело в том, что те предприятия, те крупные компании, которые приходят работать на территории Якутии, они у нас работают в рамках действующих федеральных законов и в рамках действующих республиканских законов. И при этом главная задача их – это заниматься тем делом и получать прибыль и платить налоги. Вот. А у нас немножко другое представление в том, что раз предприятие перешло, значит, или в каком-то наследии, или в районе, где территориально работают, они должны как бы отстегивать деньги. Но законом такие механизмы не предусмотрены. Поэтому мы идем двумя путями. Первый путь – это во исполнение федеральных законов. Главное, чтобы они были налогоплательщиками добросовестными и платили налоги в республике. Вот этого мы добились тем
в связи с тем, что в последнее время создаются крупные наши производства, нефтяная, сейчас пришел «Газпром», построили газопровод, работают золотари, алмазники и так далее. И мы создали такую налоговую базу, которая сегодня для нас решает очень много вопросов. А почему мы говорим о налоговой базе? Потому что вся поддержка со стороны органов власти республики идет за счет бюджета республики. Чем больше налогов платится, тем больше формируется бюджет в своей доходной части. Чем больше бюджета, мы решаем много социальных вопросов. Мы строим школы, мы строим за счет бюджета детские сады, мы за счет бюджета поддерживаем сельское хозяйство, за счет бюджета повышаем зарплату учителям, врачам, и другие социальные, другие социальные программы решаем. Устанавливаем, у нас в республике более 200 тысяч человек получает за счет бюджета льготы и определенную поддержку. Вот это зависит от того, что насколько бюджет будет сформирован. Когда я вступил в должность президента республики, то бюджет республики получал более 40 миллиардов рублей доходов за счет предприятий, которые работали на территории. А когда мы стали работать с этими крупными предприятиями по привлечению сюда, в Якутии, пришли Транснефть, Сургутнефтегаз, «Газпром» сейчас пришел, Якутуголь там нашел другого хозяина. И в результате сегодня они платят не 40 миллиардов рублей налогов, а платят уже 110 миллиардов рублей налогов, за счет которого, если мы раньше налоги, собственные доходы бюджета было меньше 50%, то сегодня уже под 70% уже собственных доходов формируется за счет налогов. Притом только за счет 3 предприятий. Это за счет «Алроса» 37% платит налогов. Это Транснефть платит 13%. И платит Сургутнефтегаз более 20%. Понимаете, вот все это в совокупности более 70% налогов платит всего 3 предприятия. А значит, мы с этими предприятиями должны четко выстраивать свои отношения. И с Богдановым Сургутнефтегаз, и Токарем Транснефть, и Зюзиным, или еще другими компаниями, Жарковым Алроса. Сегодня контакт установлен очень четкий. Мы требования ставим. Но жалобы сегодня идут. Идут со стороны и других, на Слего, со стороны районов. И я вчера, когда представлял отчет исполнительных органов власти республики, сказал, с учетом тех событий, которые происходят в последнее время, мы будем формировать перезагрузку наших позиций по отношению к этим крупным компаниям, особенно по вопросам трудоустройства. Эту работу будем вести. Егор Афанасьевич, вот вы сказали как раз про крупные компании, про налоги, которые вносятся в республиканский бюджет. И вот тут житель Алекминского района Андрей Громадский, он спрашивает, я вот буквально зачитаю, вот по территории района проходит нефтепровод в СТО, планируется запуск газопровода «Сила Сибири». Есть ли какая-то польза от этих мегапроектов и платится ли аренда в местный бюджет? Муниципалитеты что-то получают? Вот я уже как бы раскрыл тему о том, что они... Вот 70% налогов платят как бы 3-4 предприятия, а остальные 30% налогов, доходов бюджета республики и муниципалитетов платят все остальные юридические лица, тысячи и тысячи предприятий. Если хорошенько проанализировать, то многие наши предприятия, честно говоря, или мало платят, или совсем не платят. Но мы все равно их поддерживаем, чтобы они создавали рабочие места. А что касается муниципального бюджета, то мы последние годы муниципальный, потому что они непосредственно получают налоги или отчисления от крупных предприятий в небольшом объеме. Но в частности, это речь идет и о Алекминского района, Ленского района, Мирнинского района, Нернгринского района, Алданского района. Они в своем бюджете все-таки получают доходы. А там, где не работают, там, конечно, не получают. Но вот в результате за счет консолидированного в республике налогов мы делаем определенные дотации или, скажем, выделяем на выравнивание бюджетного недостатка или на сбалансированность бюджетов муниципалитетов большие суммы. Эта сумма составляет 27 миллиардов рублей.
27 миллиардов рублей мы распределяем по районам, раздаем и говорим, вы живите и решайте задачи свои. По сельским районам примерно 95% доходов бюджета района – это дотации за счет республиканского бюджета. Вот это все проблемы решает вот это налогоплательщик, о котором мы говорим. Поэтому сегодня, тогда, когда мы говорим о стратегии развития, тогда, когда говорим, мы работаем с большим, крупным бизнесом, то мы имеем в виду именно вопросы пополнения бюджета республики. Еще раз повторяю, 3 компании сегодня пополняют 70% бюджета, который примерно где-то около 80 миллиардов. И это 80 миллиардов денег, они поступают к нам, а потом идут в школам, больницам, зарплате и так далее, и так далее. Вот об этом мы должны понимать крепко, четко. Чем больше налогоплательщиков будет, чем больше крупных компаний будет, эти деньги попадут в бюджет и пойдут нашим людям. Кстати, у нас в республике есть поселок полностью недотационный же, да? Тас-Юрях Мирнинского района. Но и Мирнинский район сам по себе. И в том числе это знаменитый Тас-Юрях. Мне подсказывают, что есть подключение Да, с площади подключение Дружбы. с театра оперы и балета. И на связи снова наш коллега Дмитрий Аргунов. Дмитрий, мы вас слушаем. Еще раз добрый вечер, студия. Еще раз добрый вечер, Егор Афанасьевич. Да, у нас тут праздничное, может быть, гуляние народа. И представители заречных улусов хотят задать свой вопрос. Сахая? Добрый вечер. Поздравляю всю республику с этим знаменательным праздником. И хочу задать такой вопрос. Вот мы из Татинского района, и для нас очень актуальный вопрос транспортный. Это вопрос, когда же построится мост? Спасибо, Сахая. Студия? Но вопрос очень актуальный. Я непосредственно живу мечтой именно этого моста. Моя мечта заключается в том, что в ближайшие годы начать строительство моста. Если мы начнем строить этот мост, то, конечно, до конца доведем. У республики нет непосредственно своих собственных средств, чтобы израсходовать столько много десятков миллиардов рублей, чтобы построить этот мост. И наша задача сегодня пробить программу строительства за счет федеральных средств. Но для того, чтобы решить эту проблему, я в прошлом году встречался с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым, чтобы получить добро, вернуться к теме строительства моста через реку Лена. При этом вопрос ставить таким образом, чтобы был привлечен инвестор и на концессионной основе, чтобы они начинали строительство этого моста на определенный срок, и при завершении федеральный бюджет, федеральное правительство начинает оплачивать на определенный срок это затраты по строительству моста. Принципиальное согласие было получено, и мы в конце 2015 и 2016 год ведем переговоры с предполагаемыми инвесторами и разрабатываем финансовые механизмы или модели для того, чтобы создать условия заключения концессионного соглашения с инвесторами. И этот вопрос я поднял совсем недавно на повторной встрече с Медведевым Дмитрием Анатольевичем, и мы получили добро продолжить эту работу. Если мы добьемся, что в течение этого года получим согласие межправительственной комиссии Россия-Китай со стороны России, со стороны Китая, то я думаю, в ближайшие годы этот проект можно продвигать. Я очень надеюсь и очень много работаю в этом направлении. Я должен сегодня обнадеживать и должен сегодня для себя четко представить эту задачу и дальше двигаться. Но то, что касается включения непосредственно в план, это будет зависеть не только от позиции Дмитрия Анатольевича, и от позиции президента Российской Федерации. Поэтому у нас есть уже вопрос, который мы готовим к встрече с президентом России. Ясно. Спасибо огромное, Дмитрий. Спасибо, студия, спасибо, Егор Афанасьевич. Это был, напомню, Дмитрий Аргунов с площади Дружбы народов. Увидимся. До свидания. Еще один вопрос со студии хотелось бы услышать. Екатерина. Спасибо, Александр.
Александра, коллеги, хочу предоставить слово известному писателю-публицисту Ивану Ефимовичу Нгендле. Ваш вопрос главе. Начну я вот с чего, что буквально в эти дни исполнилось 55 лет, как я ступил на якутскую землю. Это было 6 апреля 1961 года. Я, выпускник авиационного института, прибыл сюда работать. Работал рядовым инженером в Якутске, затем начальником авиационно-технической базы в Магане, старшим преподавателем в учебно-тренировочном отряде, а последние 30 лет занимаюсь изучением истории авиации Якутии, опубликовал около 50 книг, как в нашей стране, так и в Соединенных Штатах Америки. В том числе книги, посвященные такому выдающемуся событию и делу для нашей республики, как перегонка самолетов в годы войны по трассе Аляска-Сибирь. Работал я... Иван Ефимович, мы прекрасно знаем о вас, вы очень известная личность у нас в Якутии. Хотелось бы ближе к делу, к вопросу. Ближе к делу, да. Нас и ветеранов авиации, и молодое поколение очень беспокоит сегодняшнее состояние авиации Якутии. Авиация Якутии – это достояние республики. Егор Афанасьевич, какова судьба нашей авиации в дальнейшем? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я должен подчеркнуть, что фамилия Нгенбля для нас очень известная. Я очень хотел бы поблагодарить сегодня за тот труд, который вы оказываете, делаете в интересах изучения истории авиации, возвращения имен, которые мы подзабыли, которые посвятили свою жизнь развитию авиации. Но вот на тот вопрос, который вы сегодня поставили, правительство республики очень ответственно относится и занимается. Но дело в том, что у нас в целом по стране есть определенная проблема развития авиации. Они связаны прежде всего, особенно для регионов Российской Федерации, тем, что в России не производятся летательные аппараты, такие как для малой авиации, такие как типа Ан-2, типа Ан-24, они не производятся еще со времен завершения советской власти. Это во-первых. Во-вторых, сегодня мы много раз ставили вопрос, чтобы по производству летательных аппаратов были привлечены отечественные силы, и мы, то, что попытки были, в частности, Ан-140, которые совместно с Украиной производители самолета для пассажирского заказа, то, что было произведено, все полностью выкупила Якутия. В других регионах этого нет. Или так называемые Ан-3, самолеты, которые производила тоже наша промышленность с точки зрения реконструкции Ан-2 двигателями американскими, то, что произвели, полностью выкупила Якутия. Но, к сожалению, эти заводы на один субъект работать не могут. По России не было заказа. В результате эти предприятия закрылись. И мы испытываем очень большие сложности состояния. Что такое старение? Это, во-первых, очень большие расходы по топливу, по запасным частям. Соответственно, становится очень дорогой тариф. Во-вторых, то, что мы приобретаем самолеты за пределами Российской Федерации, они в основном идут по лизингу по валюте. И особенно вот последние годы в связи с резким удорожанием валюты, курса валюты, мы стали неплатежеспособными по выделенным по лизингу технике. В результате чувствуется нагрузка для авиакомпаний. Поэтому что мы сегодня делаем? Ну, во-первых, мы приняли принципиальное решение. Авиации республика уничтожать не даст. То есть сама экономика, сама ситуация сегодня давлеет, потому что цены растут на топливо, запчасти растут, и затраты, и предприятия начинают чувствовать недостаток оборонных средств. Поэтому правительство сегодня принимает меры для того, чтобы профинансировать, добавить средства со стороны государства. Это очень сложно с нашей стороны, за счет бюджета, но мы вынуждены туда идти. Во-вторых, для того, чтобы поддержать авиацию, мы субсидируем и для людей тоже, чтобы билеты чуть-чуть
подешевле сделать. Мы около 400 миллионов рублей за счет бюджета выделяем средства для субсидирования наши внутриреспубликанские полеты. Но все равно нагрузка большая. Поэтому последнее решение принято, чтобы мы, компании, в целом авиакомпании работали более устойчиво, мы их усилия будем объединять. И создадим, не ликвидируя юридические лица, будем создавать холдинговые компании, чтобы у них активы были объединены, за счет которого можно было умощнить наши предприятия с точки зрения финансовой, чтобы они имели возможность привлекать кредиты, ресурсы и так далее. Вот такую работу сегодня ведем. Мы будем делать все возможное, чтобы и магистральные самолеты наши работали, и в республике, чтобы не было перебоя по авиаобеспечению. Это мы сделаем. Кстати, подобный вопрос у нас поступил тоже по WhatsApp. Спрашивал про объединение двух компаний Кушатов Янис Васильевич. Сейчас режиссеры передают, что поступил очередной звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Егор Афанасьевич. Меня зовут Михаил. И у меня такой вопрос. Вот в свете последних событий в интернете, в большей степени на ИКТ, относительно вас складывается впечатление, что на вас усердно ищут компромат. Ну, будь то Максимов, Седалищев, Саня Иконька, там, Вечерка. Ну, и ИКТ тоже к этому способствует. И такое чувство, что вас заказали где-то наверху и хотят дискредитировать в обществе. Но у меня есть, конечно, свои догадки. Не секрет, что в российской власти существуют две противоборствующие стороны. А также не секрет, что Россия не полностью суверенна. Кстати, Путин об этом намекал очень часто. Ну и хотелось бы у вас поинтересоваться, вот как вы думаете, кто или что за этим стоит, и что послужило причиной данной информационной атаки на вас? Спасибо. Спасибо за звонок, Егор Афанасьевич. Да, ну, понимаете, у нас есть такое понятие демократия, которое и журналисты, и политики, и вообще народ сам по себе воспринимает по-разному. И в республике созданы, вы понимаете, да, что я последние годы очень большую работу веду, чтобы общественная инициатива была очень активная, чтобы общественные наши организации были активны, творческие союзы, то есть сама по себе общественность была очень активна. С другой стороны, мы сегодня дали свободу всем, кто пишет, кто говорит, и никаких преград, никаких перепонок не ставится. Были много предложений и в свое время, и пораньше, и сейчас даже бывает, со стороны некоторых моих коллег, что надо ужесточить, надо как-то ограничить и так далее. Но я им всем запрещаю. Во-первых, то, что происходит сегодня в средствах массовой информации, там, интернет-изданиях, само общество должно проходить. Если мы должны пройти это, через себя пропустить. Я думаю, вот, я вспоминаю те отчеты правительственных, которые мы проводили в начале 2000-х годов, в середине 2000-х сегодня. Например, в начале было очень сложно проводить. Потому что каждая проблема, которую мы приезжали, встречались с населением, которая существует в семье, в наследии, они вину ставили все время республиканской власти. А сегодня, если поедете, будете услышать, люди уже стали различать, кто за что должен отвечать, кто должен решать. Муниципальная власть, республиканская власть, правительство, глава республики. Они стали отличать и уже научились вести диалог, и очень грамотно сегодня ставят. Я думаю, и по вопросам средств массовой информации, по вопросам обсуждения, дискуссий средств массовой информации, люди должны, я думаю, пройти этот путь, повысить свою культуру на том горьком опыте, который у нас обычно бывает. Но что касается, но при этом я еще раз подчеркиваю, что сегодня есть так называемая четвертая власть, журналистика, которая должна, прежде всего, если хочет участвовать, если они принимают задачи, которые мы перед собой все ставим, что надо создать условия развития республики, что надо создать такую картину, чтобы все мы тянемся только к хорошему, тогда они поменяют. Но, к сожалению, сегодня есть определенные политические силы, политические деятели, которые используют средства массовой информации для других целей, для своих узких целей. Не на благо республики, а на благо, может быть, своей собственной. Но в этом не запретишь, они этим и занимаются, но это пройдет. Я очень надеюсь в этом.
Но с другой стороны, сегодня, когда речь идет об определенных должностных лицах, в том числе и мою, конечно, преследуется определенная цель. Я сегодня заявляю о том, что у меня проблем с законом не было никогда, нет и не будет. Потому что я всегда чувствовал ответственность. Я всегда принимаю ту сложность, ту проблему, которая присутствует у нас в обществе, но при этом я всегда был честен перед своим народом. Мои действия, еще раз повторяю, мои конкретные решения, они исходят только от интересов людей, от интересов Якутян и республики. Другого у меня нет и не было. Поэтому то, что касается... Ну вот я 25 лет работаю в составе руководства правительства республики, в том числе 6 лет первым руководителем республики. 25 лет работаем. Пытались много раз в этом плане то, что вы говорили, со мной делать, но не получится. Так, а что касается вообще работы журналистов и по отношению журналистов к власти, то я еще раз тоже об этом заявлял и сегодня заявляю. Власти нужна конкретная, четкая, конструктивная критика. Этого не хватает. Я хочу без ошибок работать. Я хочу, как правительство понимало ту ситуацию, которая есть. Ее надо критиковать за те ошибки, которые допускаются в нашей жизни. Тогда мы будем более правильно работать, более конкретно работать, не допускать те серьезные ошибки, которые иногда бывают. И это касается меня. Но такой критики, к сожалению, нет. Есть оголтелая, анонимная, черная, грязная, которая к делу для республики пользы не приносит. А если бы я сегодня принял такое решение по отношению, например, по сельскому хозяйству, говорили бы, где мы ошиблись, говорили бы, где у нас происходит нарушение или непосредственно, принимайте такое решение. Если нормальная критика была, мы исправляли бы. Но мы же не знаем, за что критикуют. Какие предложения нам дают. К сожалению, этого нет. Вот этого не хватает. Я хочу, чтобы я всегда обращаюсь к журналистам. Критикуйте власть. Объективно, конкретно, конструктивно власть исправится. Поэтому я очень отношусь к тому, что сегодня вы задали вопрос. Я не знаю, какую цель преследует, но это к делу, это тем результатом труда, который я добиваюсь, влиять не будет. Егор Афанасьевич, тут вот вопрос у Николая Борисова, как раз о гражданском обществе. Ну, раз уж журналисты должны поднимать острые вопросы, да, как вам самим кажется, вам не кажется, что вот митинги, протестные акции, которых сейчас становится все больше, это все-таки проявление гражданского общества? Именно воли вот народа в каком-то плане, если можно так сказать. Вот как вы видите развитие гражданского общества в этом плане? Спасибо. Но то, что сегодня происходит, люди, которые для себя сделали вывод, не согласны с тем или иным решением органов власти. Если возникают какие-то резонансные темы, которые общество не принимает и выходят на улицу, это же я абсолютно поддерживаю. Я этого добивался. Вот, наверное, помните, 6 лет назад на такие пикеты никто не выходил. Скажем, общественные организации где-то что-то незаметно работали, а сегодня все они как бы разбудились, они уже понимают, что общественное мнение, общественное действие, оно имеет определенное влияние в жизни нашей. Вот этого я сам добивался. Этого я искусственно вначале, может быть, создавал условия, а сегодня оно уже само по себе поддерживается самим обществом. И я пикеты, которые, но я хочу, чтобы это пикеты были предметные. Это пикеты были, которые имеют какие-то четкие цели, задачи, ориентиры, которые были бы полезными. Вот когда бывает реакция, вот, в частности, по тем или иным нарушениям тех или иных должностных лиц или какие-то решения, которые нарушения были со стороны граждан, которые как бы вне внимания остались, и народ вышел, мы сразу начинаем реагировать.
Это дает нам определенный стимул принимать решения. Вот в частности, то происходило сейчас по дорожно-транспортным происшествиям по городу Якутску. Мы сейчас дали задание изучить эту всю ситуацию в целом по городу Якутску или в целом по республике. Вот такие вопросы, например, они подлежат в обязательном порядке рассмотрения со стороны органов власти. А тогда, когда преследуя какие-то узкие цели и задачи в интересах какого-то политика или в интересах какой-то группы людей, создаются проблемы, которые мы не видим. И начинают вокруг этого крутиться и шум поднимать. На такие вещи мы не реагируем. Вот это надо отличать, где есть смысл и предмет в интересах общего дела. Там, если власть не обращает внимания, то если я это найду, то я начинаю на власть влиять. Если там были пустые разговоры по тем или иным темам для решения или для поднятия имиджа какого-то политика, это нас не интересует. Егор Афанасьевич, из более чем 500 вопросов, которые поступили на электронный адрес и телефон, довольно много от многодетных молодых матерей. И сегодня в студии находится Римма Даниловна Горохова, это председатель организации многодетных матерей. Мы попросим ее озвучить свой вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Молодых многодетных матерей интересует вопрос, чем связано уменьшение финансирования обеспечения молоком грудных детей, малоимущих семей и в том числе многодетных семей. Первый вопрос. И второй вопрос, это любимый наш с вами вопрос, это инфраструктура земельных участков, которые были предоставлены в городе Якутске. Вот уже, как говорится, 3-4 год пошел. Я сегодня была в местности Кильдямцы. Там, значит, выделено где-то порядка 100, наверное, участков. И там посредине большого поля стоит один дом. И этот человек поселился там. Этот купил электростанцию и живет, потому что ему жить негде. Спасибо. Это очень важные вопросы. Вообще у нас в республике в вопросах социальной поддержки населения уделяется большое внимание. Тоже большие средства расходуются. Вот только многодетным не многодетным, а вот детям, которые грудного возраста, где-то более 2 миллиардов рублей, в принципе, поддержку делаем. Но тема, которую вы сейчас озвучите по молоку, она имеет немножко другое очертание. Это речь о чем идет? Речь идет о том, что по тем нормативам Министерства здравоохранения Российской Федерации, раньше мы детское питание, так называемое, через Минздрав Республики, выделяли, по-моему, по 6 банок. А сейчас стало по 3 банки. Причина, мы, в принципе, разбирались, именно в чем причина. Оказывается, состав вот этих порошков, которые получают под питание, вот в этих баночках, они меняются. Они предоставляются малышам как дополнительное питание для того, чтобы как лечебное. Поэтому, поэтому они устанавливают жесткие нормативы. И они определили сегодня по стране, что каждый ребенок должен кушать не более 3 банок. И все. А мы считаем, что этот вопрос, может быть, еще надо будет обсуждать, потому что наши матери ставят по 6 банок вернуть. Для того, чтобы эту банку купить и нашим матерям бесплатно давать, сегодня предусмотрено в бюджете республики примерно 438 миллионов рублей. Уважаемые друзья, вы насчет цифр не сомневайтесь. Я стараюсь много цифр через себя пропускать и много цифр помню, но, может быть, многие не помню. Но при этом главные цифры для меня не представляются правильно. Но при этом для матерей непосредственно тоже предусмотрены средства. Вот 78 миллионов рублей для того, чтобы поддержать самих матерей, тоже такие же питания даем. Но если есть необходимость, если вы обоснуете, что это не будет передозировкой для детей, то я дам поручение рассмотреть Министерству здравоохранения. Но с другой стороны, если речь идет о социальной поддержке для того, чтобы детей покормить, особенно для многодетных
маленьких детей, которые имеют, то в этом случае, по всей вероятности, не через Минздрав республики, а через Министерство социальной политики нам наверняка надо будет предусмотреть дополнительные средства. Этот вопрос мы обсудим. Мы возьмем на заметку, потому что я сейчас дал поручение правительству республики, вообще вот с учетом последних событий в целом по стране, с учетом усложнения экономики в целом, но и это последствия чувствуются и в республике, дал поручение, особенно вот в эти дни подписать два документа. Первый – это указ главы республики по поддержке малоимущих людей, потому что когда я ездил по районам в январе-феврале, я уже ознакомился с проблемой о том, что в каждом населенном пункте, поселениях появляются семьи, которые уже чувствуют удар. И этим людям надо оказать помощь, то есть дополнительную помощь. И, кроме того, утвердить определенные механизмы, чтобы мы поддержали малоимущих с точки зрения поддержки там, по школьному питанию и так далее. Вот это решение будет приниматься. Так, а второй вопрос у нас по жилью. Здесь, конечно, надо разделить наши полномочия, финансирование и определенную политику по строительству жилья мы ведем. Но муниципалитеты, то, что они земли выделили, это хорошо. Мы такую кампанию ввели года 2-3 назад, многим дали, и на этом успокоились. А многодетным матерям или многодетным семьям нужны жилье, а для того, чтобы построить жилье, там надо провести газ, надо провести электричество, надо провести дороги. Вот эта работа, к сожалению, наши муниципалитеты не осилили и не осиливают. Вот в этом плане мы наверняка вернемся на уровне правительства еще раз рассмотреть эти проблемы. Это не только по городу Якутске касается, это по всей республике. А что касается в целом жилищной политики, то вы наверняка уже представляете, что в республике сделано очень много. И в прошлом году мы построили 540 тысяч квадратных метров жилья в республике. Это самый большой объем, натуральный объем по Дальнему Востоку. Если в Приморье живут более 2 миллионов человек, если в Хабаровске живут 1,5 миллиона человек, но они столько жилья, как мы построили, не сделали. Но и в этом году, в 2016 году, мы должны построить 600 тысяч квадратных метров жилья. И я думаю, это достигнем. У нас определенное такое движение идет. Даже я поставил задачу в 2022 году, в столетие республики, стремиться к тому объему, который тоже будет измеряться миллионом квадратных метров жилья. Но насколько это будет реально, посмотрим. Но мы большие работы еще ведем по переселению из аварийного жилья. Очень большую поддержку получаем с федерального правительства, и эту работу мы должны и дальше двигать. Вторым по актуальности вопросом, который также поступила у нас по WhatsApp, стала тема сельского хозяйства. И как раз вот, к примеру, свой видеовопрос отправил фермер из Сунтарского улуса. Внимание на экран. Үтө күнүнөн уассабыла Егор Афанасьевич бастатан туран эхигини уанна хакабы теринолук токторун республика күнүнөн агадилибин. Миманныга итылакпын. Билин олық болысқанлық сайда турар, саңа технологиялар олыс түргендік кейра турар кемнерігер. Мен тыға қағастыватынан жарықтанар кей республика индике сайдықтығар ұғал жабын. Аны уон сүйір басылынан бейі дойды бұтығар, тыға қағастывата конкурентной болуды. Мақтанабын. Мен сана бар тыға қағастывата продукциядан ору бүгін дағаны конкурентной. Ола бәтер бейге продукция вот андайдыгы осына текасының продукцияты тугунан кәмеденери. Баштатан туран экологиянан, экологический өтінен рас боллағына маны продукция қанна бағара батырылар кыға өскір. Ота сақа әрер оңғылы продукция бейі бары білер бүкіндік сүйе тәнілілер продукция үйітті болын, нәтті болын экологический түрі рас. Бияға тоқтағаны, мана умняматақ тоқтағаны химията хыстыватақ территория уполар, онан эти чайгар беге билингаттан аны конкуренциялық бұнын сөп. Бетіне тағынан билинге беге тығасының продукциятын астыр, таңастыр, тәрілтелер бет технологиялара беге ағанарар опыпыт аны дүгөттіттолар, олақан фирмалар технологияларынан туғана бұд.
Onun kendileri onlara produksiyaları kalbağı olun, et produksiyeti olun, yüt produksiyeti olun. Barata хлорат технологический бартын тұтар болақ бұнна андайды продукциядықтан качествотнан әме қалсыват. Онытан бігеге білевет бұл Россия тағымығар бұдың қас сылайы болар, выставкаларға тиемет, бірістә мәқсілерге тіксевет. Германия тиемет, зеленый неделеден Европа выставкаларығар хылатағыттамат, бірістә мәқсілерге тіксевет. Ол барта тоғылыр бігі продукция конкурентнай болар қақтақтен. Олар әрі оны жабы ырғынақа тағаран массова қалыра онынан тұғычы тонаны, сүйінен тұғычы тонаны оңырамыд конкуренциялан доход кілеріне бүтөдеді қадаманы әтір көчімағай. Ол әтір бігі производствовы түші дағаны әтіне тағымға таққарыр әлбә біремен ады. Онан бігі бастығы сылбы сұрық бүттен бұл кырар өскодынан әлбә оңынан тағарыр продукционан жарықтанар қағасты ола дақ бұлықтақ. Ол қағасты олы тәрерге кығы өскітін ектақ. Бұл жол оны өлі ектақ. Онна біліңе балығанyağa біге бәбіт ұрықат төт тұхамыд производство технологияларын қайат тұтуға қоларым. Біге сүйені тұттары болақ бұнна 4 сентинерді сүйені тұттары ұқтақ болақ бұнна біге 2 сентинерді тұттауыд. Бороданан тұхамапыд. Біге бір күнақтан қырата үсаңар 4 тұғычы келе үйті ұқтақ болақ бұнна балтырақ тұғычы келе үйті. Әтінегіннен үліләмет біге те әтәрділі улахан производствоны хайнара как посо. Жолем бүгін бейні бите тұрар көздасты өйбілі табатық тоғанан түйақасы тұттылар технология бартын оқа келдерін бароданан жарықтанан технологияны тоғанан бейге производствон орытын қашты тұпсарықтақ бұд, объем өтінен әлбәтектақ бұд. Очағына конкуренциялар кеқ толыры бар. В продолжение вопроса о развитии сельского хозяйства наш гость Аял Иванович Степанов, директор Якутского научного исследовательского центра, готов тоже задать вопрос. Уважаемый Егор Афанасьевич, в 2013 году вами было принято очень важное решение по развитию семеноводства и размножению сортов сельскохозяйственных культур, которые создаются и созданы нашими якутскими учеными. И вот, к сожалению, вот в текущем году, в 2016 году, истекает срок этих мероприятий. Есть ли возможность продлить ваше распоряжение до 2022 года? Спасибо. Ну вот предыдущий вопрос, который как раз касается той темы, которую вы задаете, то есть речь идет о повышении качественных показателей нашего сельского хозяйства, но, к сожалению, у нас появился опыт, тогда, когда вдруг кто-то хочет получить высокий урожай или высокую продуктивность скота, то вместо того, чтобы заниматься вот местными условиями, мы едем там, в Западную Европу, покупаем какую-то непонятную породу скота, или едем там, покупаем семена картофеля или овощей за пределами даже Российской Федерации или западной части, но с теплых краев. И пытаемся как-то здесь выращивать ту продукцию, которую там получают. Но, к сожалению, в условиях Якутии это невозможно. У нас должны быть свои адаптированные и породы скота, а у нас таких есть. Это холмогорская порода, сементарская порода, чернопестрая порода, или наоборот по растениеводству. У нас были прекрасные ученые, есть прекрасные ученые, которые вырастили якутские сорта пшеницы. Даже у нас якутские сорта картофеля выращены, у нас якутские сорта капусты выращены, у нас многолетние травы, сорта свои собственные есть. Поэтому вот Аял Иванович, он и производственник, он и наукой представляет, и государственное руководство представляет, он знает об этом. Поэтому сегодня разговор идет о том, чтобы мы сегодня вернулись к своим истокам. У нас были свое семеноводство, элитное семеноводство, и другие виды, и нам необходимо вернуться к этой теме. Тогда мы можем устойчиво обеспечивать наших товаропроизводителей теми базовыми, скажем, продуктами, которые могли бы обеспечить устойчивое развитие и растениеводства, и животноводства. У нас по животноводству есть очень хорошие показатели. Но вот смотрите, Готовцев Михаил Николаевич, герой труда России, первый из россиян, герой труда России, аграрник, он работает
у нас в Якутии, в Усалданском районе. Уникальный опыт. Он занимается породами, которые сегодня можно адаптировать на территории Якутии. Получает высочайший удой молока, мясо. Почему этот опыт не используем? Мы все время, каждый раз идем сами через себя, пытаемся пропускать. То есть нам необходимо обратиться к науке. Нам необходимо обратиться к опыту, который у нас есть. А то у нас товаропроизводители книгу почитают, по телевидению увидят и бегут там в Новосибирскую область, Калмыкию там, и куда-нибудь. А надо ехать в Котовцево, надо ехать в Степаново. Тогда мы все эти вопросы решим. Егор Афанасьевич, у нас Поэтому есть... ваш вопрос я поддержу, этот вопрос будем продвигать. Егор Афанасьевич, у нас есть еще, скорее, видеопросьба, а не вопрос из Черского, Нижнеколымского района. Давайте послушаем. Внимание. Здравствуйте, уважаемый Егор Афанасьевич. Меня зовут Павел Кондаков. Мы представляем детскую общественную организацию «Стимул». Обращаемся к вам с решением наших проблем. В нашем поселке очень много проблем. Высокая безработица, Хронические заболевания, употребление алкоголя, рост преступности, ухудшение здоровья. К вашему вниманию представляем наш проект. КСК «Стимул». Целью нашего проекта является оздоровление и духовно-нравственное развитие поселка Черский. Мы хотим, чтобы в этом комплексе был теплый спортивный зал, фитнес-клуб, бассейн, стрелковый клуб, кинозал, зал хореографии. Мы надеемся на вашу поддержку. Это наша мечта! Если бы этот вопрос ставили взрослые, можно было более по-серьезному поговорить, потому что проблемы в Арктике есть, то, что они озвучили, дети наши. А арктические проблемы, они сегодня все-таки находятся в центре внимания правительства Якутии. И мы в последние годы все-таки сделали с мертвой точки сдвиг именно в пользу наших арктических районов. Мы начали впервые строить школы, впервые строить начали больницы, мы впервые начали финансировать строительство жилья. Вот в частности в Черском давным-давно не было стройки. Это не только в Черском, но и в других населенных пунктах. В Черском мы сейчас заканчиваем строительство прекрасной школы. И эта школа завершится, мы перейдем к следующему объекту. Вот такая договоренность есть. Но какой это объект будет? Или это то, что желаемое и представляемое как проект наших детей, или другой проект, который определит руководство района, которого они считают более важным. Поэтому я посоветую главе Суздалова Ивану Петровичу, чтобы он посоветовался с нашими детьми, обсуждал этот вопрос и внес предложение следующее, какой объект будет строиться в поселке Черском. Третьей темой волнующих якутян стало жилищно-коммунальное хозяйство. У нас в студии председатель образцового ТСЖ Сергей Синяев. Позволим ему задать свой вопрос. Егор Афанасьевич, у меня не вопрос, у меня предложение. Первое, вернее, три предложения. Первое предложение – это употребить все свое влияние, свой авторитет на муниципалитеты по возвращению общедомового имущества. Общедомового имущества. Это имеется в виду колясочные, подвалы, чердаки. Это меня просили председатели ТСЖ. Вам просьбу передать. Это первый вопрос. Второй. Провести круглый стол со специалистами ЖКХ, да, и где бы мы могли рассказать и показать вам все самое суперсовременное, новые технологии, то, о чем мы с вами говорили в декабре месяце, да, и заодно бы на тему о тарифах поговорили, на газ, на электричество, на воду, на тепло, соответственно, могли бы там обсудить, поговорить, как мы это видим. И последнее, третье предложение, это надо было бы, на мой взгляд, обязать все-таки застройщиков новых домов оснащать все новые дома суперсовременным оборудованием, таким как автоматизированная система управления отоплением, автоматизированная система подогрева воды, водоподготовки, автоматизированная система контроля учета электроэнергии, тепла, воды, газа и так далее, чтобы потом житель уже ни в чем не нуждался. Это практически первый шаг был бы к умным или интеллектуальным домам, а в перспективе и к умным городам, поселениям. Спасибо. Понимаете, вот товарищ Синяев, он очень активный, не только специалист, но не такой, но еще не только специалист и не только организатор, но еще общественник. Это во-первых. Во-вторых, вот его выступлений
я поймал, я уловил очень конструктивную, очень важную критику в адрес себя и правительства. Вот если бы так критиковали, так грамотно поставили вопрос, нам легче было устранять те или иные недостатки, которые есть в республике, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве. Поэтому я согласен с теми предложениями, которые он озвучил вопросами. Я думаю, что в середине мая, но, к сожалению, у меня по времени очень определенная напряженность сейчас на данном этапе. Но я сейчас дам поручение, чтобы мы с вами встретились и провели рабочее совещание с вашим активным участием и с моим участием. И привлечем правительство республики по жилищному коммунальному хозяйству и особенно в проблемах деятельности ТСЖ, проблемах деятельности управляющих компаний, о чем я вчера на своем отчете очень жестко говорил свою позицию, я думаю, надо будет обсудить. Я у вас бывал, я посмотрел, как вы работаете, вы не только советуете нам, не только определенной критикой, но вы делаете сами. Вот мне это очень важно. Поэтому с вами работать будет легче. Это во-первых. Но во-вторых, то, что касается жилищно-коммунального хозяйства, то мы должны понимать, что в последние годы все-таки мы вкладываем очень большие объемы средств. Мы каждый год, во-первых, новую политику ведем. Это подключение сельских домов к централизованному отоплению. Люди очень довольны этой политикой. Сегодня пользуются этим еще и занимаются благоустройством своих домов. В сельской местности это целое движение, это очень важно. Кроме того, мы последние 2 года минимум не слышим, вся республика не слышит о тех огромных авариях, которые каждый год происходили, как в Алдане, так в Тиксе, так в Усть-Куйге. Мы такие аварии исключили. Это очень важная такая работа. Ну и, соответственно, очень много инвестиций по строительству, по современным технологиям ведем котельное хозяйство. Но все равно проблем остается очень много. Поэтому я согласен обсудить, особенно по городу Якутску, где работают многоквартирные дома, где там надо наводить порядок. А что касается последнего предложения о том, что надо в проектах заложить те или иные требования по коммунальному обслуживанию домов прямо в проекте, то мы эту работу очень хорошо ведем на примере городского округа Жатай. Там мы все это, то, что вы говорите, за счет федерального фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства много заложили. Вот эту работу вместе с вами давайте распространим и на другие районы и поселения. Спасибо. Егор Афанасьевич, тут сообщили, что есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Да, говорите. Добрый вечер, мы вас слушаем. Ага, Стебин. Стебит? Вопрос к Тумберин. Ага. Үтü кенен чобасы булла Егор Афанасьевич, онна республика бут олуктактыра. Мен мене халыстан Елена Демин. Стебит. Истебит? Вопрос к Тум? Билигин нехлектерге стационарный балыгалары сабы маха элбәте. Нехлекке кыржагастар, инвалидтар, оголор, эмтене кыктыры соқ болла. Колобра тыынчанан нехеленлек, мен хаңаласкы бар корабыт нехелегер, китыынчы 15 жыллаққа стационарный балыганы саптылар. Улуска месте соқ, жон балыгага тутан эмтенер кыктыры соқ болла. Маны хайдақ бахары тигди. Bu kalikemlerge bir Respublika Vıtır Россия Дорвета Караставлын Министерствота Алармыт нормативтарын олха келлеріге қамсағанар тақанар хорақ едерге етеннек жағалар олха кейден тұралар. Оны bu Дорвета Караставлын министрі Сковорцованы күтті көстен әветер правительство Бячева статила Ольга Юрьевна Голодецкая. Эти теманы күшке тураран. Беге сақаригар билин этинниктері сақастан атчатыны тоқтатауы тенетен турауы. Оннан херен бір içinde ден 4 миллиард соковай қатшы федеральный медицинское страхование қатшы тахете бәрілі болан. Онан нормативтары күшке тураранар, онан қаянар бейіне
Это атын ибахалар бутын торай даханар этини көһән торалар. Аны билем биге токтотобу тетибит, онна стационардары бахатчы восстановидыгын батак бутен. Не улах албан не лак не электрге бу күнүскү эмтир хлора учреждениялары түйүнгүдөн кондорор гына искохоннан хлора стационар дебекер атыныга аттамыт ол чөлгөр терге билен жал берилен тур. Онан итинне өлеле якпыт только хоробут кенин мен конкретно көрөмөтө кайда искохонна аттып кетчеппиттер. В принципе бу проблема кенилустарга шакыска турбат. Бу проблема олус күскө турда котугулустарга. Бу бөлөктөр кадылары расстояниялары сүйүнөн 200-300 километрдек расстояние дегонна күскө турда. Ол ен билген беге чөлгөр теринен жарыктан якпыт котугулустардан. Онтон да кыян котан кирен бадак будна эхидеге келеппит. Тема не раз поднятая моим коллегой Денисом Адамовым, да? Как обстоят дела с обеспечением лекарственными средствами? Да, и особенно вот в исполнении 132-го приказа Минздрава России. Но насчет номера приказа я не могу припомнить. А то, что касается обеспечения лекарствами, сегодня мы считаем, что это вопрос стабилизированным. Сегодня те средства, которые мы предусмотрели бюджета республики и за счет федеральных, и за счет наших, то есть это федеральная заявка и наша заявка, здесь средства предусмотрены, пока мы считаем достаточным. Но по определенным категориям, по определенной номенклатуре лекарств, которые требуют определенной какой-то замены, проблема возникает. Мы сразу оперативно этот вопрос решаем. А что касается непосредственно доставки лекарств до мест назначения, там присутствуют определенные проблемы. Где-то безответственно отнеслись, где-то аптеки не так работают, где-то система самого здравоохранения района не понимает эту задачу. Там, конечно, определенные сбои есть. Но по ним уже принимаются более конкретные меры. Вот еще один вопрос, который нам прислали по WhatsApp. Поступило обращение от работников Якутск геофизики. В частности, жалоба на регулярные задержки заработной платы. Просят вас разобраться в этой ситуации. Вообще, вот сегодня в связи с осложнением финансовой системы в целом по стране, особенно по доступу финансовым ресурсам, у кого не хватает оборонных средств, конечно, проблемы возникают. Есть определенный риск по появлению просроченной задолженности по зарплате, так как на этом факте мы видим. Но любой факт, который появляется в республике по зарплате, по оплате труда, правительственная комиссия сразу реагирует, и мы постоянно работаем. И возникает, если возникает определенный вопрос ответственности, что именно руководители непосредственно сами пренебрегают требований закона о том, что они должны обеспечить зарплаты своих работников, тогда мы подключаем прокуратуру. Поэтому, думаю, тот опыт, который мы приобрели в последние годы, совместной работы правительства с прокуратурой, дает результаты. И думаем, что с геофизикой разберемся. Но здесь проблемы возникают только в основном в тех предприятиях, где хозяева находятся за пределами республики. Вот геофизика как раз такое предприятие, которое хозяин живет даже не в Российской Федерации, а живет за пределами Российской Федерации. Поэтому возникают такие проблемы. Но все равно мы найдем управу. И вчера я как раз с руководителем Якутской геофизики разговаривал, и он мне информировал, что маленько начали платить. А мы это маленько немножко ускорим, чтобы полностью рассчитались. Егор Афанасьевич, тут продолжим озвучивать сообщения, которые поступили по WhatsApp. Жители Нюрбы сообщают, что в их городе стало много магазинов, продающих алкогольную продукцию. То есть алкомаркеты появились. Недалеко от одного из них находится школа номер 2 и детский садик. Еще общежитие колледжа совсем рядом. Просят принять меры. Ну, я уже, пока вы вопрос задавали, представил Нюрбу. И примерно знаю, где это находится. Поэтому, во-первых, вы знаете, какие требования с моей стороны ставятся с точки зрения антиалкогольной политики.
много мы сделали, попытались и в законодательном уровне поддержать наши желания наших жителей. В прошлом году мы отрегулировали закон по продаже виноводочных изделий в первых этажах многоквартирных домов. Мы отрегулировали расстояние от учреждений социальных или от тех учреждений, где детские объекты есть. Но основная ответственность здесь возлагается на глав муниципальных образований. Тогда, когда поселение сегодня принимает очень много решений объявления зоны без алкоголя, в частности, мне доложили, что вчера появилось еще 30 муниципальных поселений, которые отказались от продажи алкогольных напитков. Это только надо приветствовать. Здоровый образ жизни – это наше развитие. Здоровый образ жизни – это наше будущее. Поэтому, если кто-то не понимает, из руководителей дают разрешение, дают согласие на такие вещи. Именно по регулированию продажи виноводочных изделий, пользуясь теми механизмами, которые уже имеем, не хотят работать. Это плохо. Это я имею в виду, это вопрос я адресую главе Нюрнбергского района Борису Николаевичу Попову. Если он на словах якобы ратует за здоровый образ жизни, он обычно это говорит. А если на деле это не делает, значит, это не тот руководитель. Если он должен своим делом, своими действиями реализовать то, что мы говорим, поддерживать свой народ, тогда его надо уважать. А если он говорит, выступает, а потом делает обратное, такие главы вряд ли кто поддержит. Еще раз возможность дадим Екатерине. Какой Спасибо, вопрос? Александра. Егор Афанасьевич, у председателя Лиги женщин-ученых Надежды Валерьевны Савиной есть также к вам вопрос. Ученые задают очень такие сложные вопросы. Глубоко уважаемый Егор Афанасьевич, у меня вопрос будет несложный. Меня интересует демографическое развитие нашей республики. Да? Известно, что среди 9 регионов Дальневосточного федерального округа мы занимаем лидирующие позиции по многим показателям. Это отрадно. И надо сказать, что... естественный прирост. Да, естественный прирост, рождаемость. Мы улучшили показатели качества жизни за 2015 год. В частности, снизили младенческую смертность. Я бы хотела сказать, что здесь лепта медицинских работников. И, пользуясь случаем, все-таки хотела поздравить своих коллег с Днем Республики. Потому что мои коллеги каждый день совершают подвиг. То есть выполняют тяжелую работу, спасая жизнь своих пациентов. И вопрос следующего характера. Какие могут быть у нас проблемы в демографическом развитии? Это проблемы сокращения числа потенциальных матерей и отцов. Потому что известно, 90-е годы у нас была демографическая яма. Свои последствия дадут. Поэтому вот вопрос, какие меры принимаются, мероприятия, акцентируя на поколении 90-х годов? Дело в том, что для того, чтобы к 2022 году у нас был миллионный житель, должны быть специальные меры по поддержке поколения 90-х, чтобы они рождали, то есть увеличили рождаемость вторых, третьих детей, да? Это вот первый вопрос, половина. Вторая. Будет ли поддержана наша инициатива? Например, вот вы говорите, да, муниципальные служащие вот могли поддержать вот открытие вот точек, алкомаркетов, да? Мы, в свою очередь, предлагали обучить служащих в школах общественного здоровья. Будут ли поддержаны эти меры? Также мы предлагаем, значит, увеличить количество студентов, магистров общественное здравоохранение. Дело в том, что для сохранения здоровья нашего населения нужно междисциплинарный подход. Только одни медики мы эту проблему не решим. Спасибо. Да, но что касается поддержки, которую вы просите, если это будет предметное, четкое, ясное, с пользой дела предложение, то, конечно, мы поддержим. Мы ждем только, приветствуем только такие предложения. А что касается поколения, которые мы потеряли, ну не потеряли, а
испытываем определенные сложности по отношению к поколению 90-х с точки зрения создания будущего нашей республики по населению, то, конечно, проблемы есть. Поэтому мы продолжать будем развивать те механизмы, которые сегодня существуют по рождению второго ребенка, третьего ребенка, четвертого ребенка, которые нет в Российской Федерации. Вот с этой точки зрения наверняка нам придется с какими-то определенными расчетами, и в том числе с вашими рекомендациями, посмотреть и более четкие механизмы выработать. Иначе мы можем просто голословно говорить или просто опираться на те механизмы, которые работают, которые, кстати, эффективны. Сегодня они есть, но при этом ее надо усилить, ее надо... Потому что я заинтересован, что миллионы населения, человек появился в 2022 году. Она с неба не падает, она от матерей появляется. Поэтому нам необходимо в этом плане как-то четко для себя представлять эту задачу. Но что касается в целом демографии, то те механизмы, которые вы предлагаете, междисциплинарность подхода, поддержка муниципальных служащих и так далее, я думаю, если вы ее расшифруете как положено, какие действия от нас требуются, то мы это сделаем. Ну а что касается в целом демографии, она зависит от многих факторов. Но в частности, у нас рождаемость в последнее время растет. Это очень хороший фактор. Но с учетом этого события, которое вы говорите, может немножко притормозиться. Вот чтобы этого не было, нам очень надо крепко планировать и работать. Потом демографическая ситуация зависит и миграционных процессов. В республике происходит много таких вещей, которые связаны и внутренней миграцией, и связаны с внешней миграцией. То есть есть проблемы, которые выездом населения за пределы республики, с другой стороны, и приездом с других стран, в том числе из других регионов в Якутии. Вот нам необходимо создать такие комфортные условия, чтобы этот баланс тоже был соблюден в положительном плане. Вот здесь нам необходимо очень много тоже работать. Но, с другой стороны, есть определенная проблема нерегулируемой миграции, которая создает проблему у нас в республике. Это имеется в виду приезд тех людей, которые не знают нашу культуру, наши традиции, они вступают в противоречие с нашим образом жизни. И, соответственно, последствия это нарушение законов и так далее. Все эти вопросы мы должны регулировать. И механизмы это мною уже вчера на отчете тоже предложены. Я думаю, мы их будем реализовывать. Егор Афанасьевич, вот среди наших гостей в студии присутствует Светлана Афанасьевна Бурнашова, директор одного из столичных детских садов. Отмечу, что свой вопрос она задала через WhatsApp и была приглашена к нам на эфир. И именно ее вопрос признан самым интересным. Пожалуйста. Автор вопроса. Дорогой Егор Афанасьевич, добрый вечер. Я мама 4 детей, и я работаю в сфере образования подрастающего поколения. И меня волнует этот вопрос уже полгода. Я очень обрадовалась этой возможности. И вопрос звучит так. Егор Афанасьевич, как вы думаете, как нужно воспитать ребенка, что он должен понять, чтобы после окончания университета, центральных, зарубежных, он сам захотел вернуться в свою республику и начать работать здесь. И это также касается возвращения в родные Наслега и родные Улусы. Спасибо. Спасибо. Но вы педагог, вы мать, наверное, вам лучше знать, чем я. Я могу только на своем опыте сказать, что как воспитать ребенка. Но самое главное, я думаю, что необходимо сделать все возможное, чтобы ребенок получил с малого возраста те базовые ценности, присвоил себе. Это с точки зрения и по человеческим таким понятиям, по этическим вопросам, ну и, соответственно, знания в школе. У нас очень много детей, к сожалению, годы теряют, именно не получая базовые знания. Это очень большая проблема сегодня. Хорошие ребята растут, хорошие ребята появляются на фоне завершения школы, а дальше двигаться не могут. Потому что базовые в детском возрасте знания они не получают. Здесь надо
очень большое внимание уделить. Ну, мне так кажется. Но я не знаю, педагога, как вы считаете? Я считаю, что я вот своим детям, чтобы они вернулись в свою республику, и я тоже планирую, чтобы они обучались за рубежом. Сперва я им даю якутские имена, и во-вторых, я их учу словам «я» и «ага». И все мои 4 детей так и меня называют. И в своем детском саду тоже вот это своих родителей заставляю, чтобы они учили своих детей. И на своем примере еще. Да. Спасибо. Спасибо. Говоря о будущем республики, нельзя не затронуть вопрос о новых технологиях. Как раз такой вопрос поступил из Мирнинского района. Давайте внимание на экран. Мы знаем, что совсем скоро в Мирнинском районе появится широкополосный интернет. В связи с этим предусматривается появление новых супертехнологий, супераппаратуры, для которых требуется высококвалифицированный и широкопрофильный персонал. Хотелось бы задать вопрос, предусматривает ли данный проект подготовку высококвалифицированных и профессионалов для работы именно в этой сфере? Но имеется в виду, речь идет о IT-технологии, использование информационных технологий в разной области. В частности, мы сегодня уже, моя сфера в управлении, например, в управлении экономикой республики, формирование определенных конкретных программ, которые непосредственно связаны с развитием республики. С этой точки зрения у нас определенный опыт появляется. Но с другой стороны, в мире есть определенный рынок, где именно через IT-технологии производятся товары и услуги. У нас появились малые предприятия или предприятия наших молодых людей, которые участвуют на этом рынке. Например, что это? Они производят программы различного направления, по различным областям деятельности человека. Они это очень хорошо научились делать. У нас есть ребята, которые занимаются производством анимационных фильмов. У нас есть ребята, которые производят игры для детей. Они участвуют на мировом рынке. Мы их мало знаем, но они есть. Вот братья Ушницкие уже в ряде лет уже занимаются на американском рынке, на европейском рынке по производству игр. Они создали очень много рабочих мест. И мы сегодня их должны поддержать. Потому что в Якутии, если мы говорим о стратегическом развитии до середины 21 века, то прежде всего мы говорим о производстве тех товаров, тех ресурсов, которые при вывозе или при предоставлении этих услуг товаров несли меньше затрат именно в транспортных расходах. Если мы здесь произведем какие-то автомашины или там технику, или что нам вывозить уже невыгодно, потому что техника становится, ресурс, который мы здесь производим, товар, становится неконкурентоспособным только за счет транспортных расходов. Поэтому мы должны выбирать такие производства, которые в этом плане должны иметь минимальные расходы. Это ювелирная промышленность, это гранильная промышленность, это наши промыслы, это вот такие производства, как IT-технологии. Мы их должны сегодня жестко поддержать. Поэтому дано задание, в частности, сегодня построить, уже начать в этом году строительство IT-парка, где собрать всех этих талантливых ребят и начать эту работу, используя высокие технологии, которые связаны именно в информационном поле. Что касается развития самого интернета, самого там связано не только с соединением автоволокном или другими видами связи, но еще удешевление тарифов и так далее. Здесь очень много сделано. За последние годы мы кратно снизили тарифы, кратно увеличили скорость. Люди это чувствуют, но мы ее должны распространить по всей республике. И такая работа ведется. И вот в этом году, в конце года, Мирнинский район получит автоволокно непосредственно у себя. И подключится, и сразу почувствует, насколько это возможно.
в конце этого года, в начале следующего года мы дойдем до Емиконского района. Егор Афанасьевич, спасибо. К нам как раз пришло сообщение от министра здравоохранения Михаила Егоровича Егорова как раз по вопросу от телезрительницы Надежды Гавриловны из Алданского района. Министр здравоохранения поручил главному врачу Алданской центральной районной больницы Иванову провести служебную проверку, и в ближайшее время он лично выедет и в Алдан, и в Нерюнгри. Вот так оперативно работает правительство, товарищи. Спасибо. А тут вот Николай Борисов хочет спросить. Да, хотелось бы отвлечься, наверное, от очень важных, но, может быть, не таких вот личных тем. Вот сейчас вот у нас получилось как-то разработать проблему, да, вот с нами здесь присутствует спортивный судья Алексей Егорович Мастахов, и у него есть свой вопрос. Это ветеран, гордость нашего спорта республики. Да. Атактуулак Егор Афанасьевич, Улонью Алтыскеневер Стамбул Коракка Тусту Анна Дага Федерацияларынан форум болан аспыта. Ол форумга онтан таққыдайды бәлерін астананы тустуларын үстін мүтедақ ролик қаддар біттірі. Онына бізге үст мүтедақ ролик бүтін көрамаран Ненат Лалович қапсағай просто фантастика ден тылықтыды. Онына бұл Мароккаға, Грецияға, онына бұл Румынияға бе қапсаға жетті баран құмаққа тустуға андайды чемпионаты туткаттаннар төтті бесті медаль албыттыр, ол егер иккілік хылкымы. Оны білер болан бұл әйге тойды ұтығар чувству андыда чемпионатын икіті чоңғатты ғылға әйек үте қасап, только Россия Федерациятын адыттан сұрық кейбектақтен. Оны бұл әйге Москваға жан Россия чемпионаты тылдан әвәстан Михаил Геразевич мамешинге төгәстер булуктакыт, әбәтер окылы батагына бу чемпионатка бул күчекелер. Ол чемпионатка ите бу пуру барсан положительно бахаракыт тоген. Атан интернет иди. Но речь идет еще об одном виде борьбы, которые наши спортсмены, наши борцы тоже участвуют. Особенно наши ветераны это любят участвовать на этих соревнованиях. Поэтому я готов поддержать. Я вообще-то по спорту пытаюсь поддержать всех. Вчера вот поднимали вопрос развития футбола, вот прямо на сессии парламента республики. Я сказал, поддержу. Сегодня вот другой вид борьбы, я согласен, поддержу. Но главное, чтобы мы ее системно как-то видеть результаты. Вот Карелин Александр ко мне обратился, чтобы мы развивали и греко-римскую борьбу, классическую борьбу. Я согласился, поддержим. Давайте все это просуммируем и все-таки для себя сделаем вывод. Ребята, молодежь поддержит это виды спорта. Если поддерживать, то я двумя руками буду продвигать. Мы можем и с Михаилом Геразевичем договориться, и мировой, международной федерацией договориться. Если хотите, мы можем, если наш народ поддержит, мы можем и в Якутске провести чемпионаты. Мы же научились все это делать. Поэтому главное, чтобы ваша моральная поддержка нужна. Мы это сделаем. Тем более вы очень уважаемый человек в спорте. Для нас это очень важно. Егор Афанасьевич, вот недавно Ассоциация туроператоров России, я немного вот перейду на другую тему, опубликовала данные, что на 20% вырос спрос на путевки по стране в майские праздники. Сейчас же скоро праздники. Вот люди чаще стали отдыхать в Крыму, Краснодарском крае, Москве, Петербурге. Вот у меня вопрос, а Якутия когда будет в этом списке? Вот нам, россиян, вот жителей других регионов, как завлечь? Вот как развивать внутренний туризм? Три вида туризма есть в нашей республике. Это выездной туризм, все это умеют. Везде ездят наши якутяне. А здесь проблем нет. Так, есть внутренний туризм. Наши люди, якутяне, научились у себя отдыхать. Этого явления раньше не было. Я сейчас очень много бываю в районах и чувствую, что люди стали приспосабливаться к этому бизнесу и приглашают. Например, центральные районы любят в сторону горных районов, там в сторону Емикона ездят, в сторону Алдана ездят. Или наоборот, северные районы пытаются в центральные районы или там в своих районах. Это тоже у нас как бы развивается, мы это поддерживаем. Вот то, что связано с въездным туризмом в Республике Саха-Якутия, здесь есть определенная проблема. Проблема в том, что мы
сегодня еще не сумели создать ту инфраструктуру, которая необходима для туристов, которые посещают республику. У нас есть экстремальный туризм, у нас есть экологический туризм, у нас есть и так называемый экотуризм, есть и транспортные такие. Там ребята, которые как бы приспособились к определенным условиям севера, они приезжают, но их мало. А те, которые хотят ознакомиться с лесными столбами, хотят ознакомиться с алмазом нашим краем, нашей природой, нашей рыбалкой, ну, хотят по реке Леня плавать и так далее, они хотят более комфортных условий. У нас, к сожалению, в городе Якутске, в других районах, для таких туристов условия еще не созданы. Гостиниц не хватает. Дальше у нас есть проблемы, связанные с большими затратами по перелетам. Если европейцы должны прилететь, то как минимум из Москвы должны прилететь. А у нас стоимость билетов очень сложна. Поэтому все эти факторы нам придется еще раз рассматривать и какие-то предложения правительства Российской Федерации внести, чтобы имели в виду наши особенности и при этом поддержали развитие туризма именно въездного в Республику Саха-Якутия. Егор Афанасьевич, тут вот нам занесли буквально несколько вопросов, при этом по одной тематике. Люди говорят про повышение цен на воздушную подушку на Ирбис. То есть стоит 2000, с завтрашнего дня подорожает. Почему такие высокие цены? И здесь также отмечают из Усть-Алданского района. Почему так дорого? Интересно людям. Понимаете, сегодня все-таки то, что связано с услугами, то, что связано с товарами, по ценам есть определенные подходы к государству. И есть подходы к монополистам. Здесь правительство Российской Федерации, правительство Республики к монополистам вводит регулирование по указанию президента Российской Федерации. И мы, насколько возможно, стараемся защищать интересы людей. А есть товары, услуги, которые идут по конкуренции. Там уже государство не участвует. Там уже идет определенная конкуренция за, ну, скажем, в данном случае за пассажиров, а там вот этими транспортным средством занимаются частники. И мы пытались использовать и наш Госкомцен, мы пытались использовать антимонопольную службу, но, к сожалению, они говорят, здесь нужно регулировать рынок. Поэтому правительство республики вмешиваться в этот вопрос не может. Поэтому мы сегодня очень большое внимание уделяем по ценам и по услугам по отношению к северным нашим регионам республики. Там по поставкам, например, продуктов питания, по 8 продуктам мы устанавливаем конкретные цены, потому что за счет бюджета субсидируем. Мы по авиатарифам и по речным перевозкам установили тоже субсидии, чтобы удешевить, но они все равно дорогие. Поэтому я вчера тоже на заседании парламента дал поручение 2 раза увеличить сумму субсидирования, чтобы снизить тарифы в северных районах. Пока есть время, поступило предложение послушать нашего самого маленького участника прямой линии. Это Кеша Шарин, ему 4 года. А где он сидит? Сейчас посмотрим. Внимание на экран. Лахталлах Егор Афанасьевич, Минатум Шарин Кеша. Дед Састахом. Тато гунчоран читисатар төвлөгөн лэштэн. Хайтах президент бололары. Милатахуна президент болокун багаравын. Эпеки дихим махтын. Очень интересный и актуальный вопрос, скажем так, да, от маленького телезрителя. Ну, 4 года мечтать президентом невероятно, конечно. Но, с другой стороны, надо, конечно, вот я уже говорил, много знаний надо по математике, по русскому языку, по якутскому языку. Вот, надо научиться трудиться, слушаться своих родителей. Просто надо вырасти нормальным, хорошим человеком. Вот это мое первое пожелание нашему мечтателю стать президентом. Что касается в целом, то, что кто делает карьеру, кто делает
свою служебную лестницу своим трудом, то, конечно, больше... Обычно мне говорят, мои коллеги, слишком не подчеркивай, потому что речь идет в том, что человек должен научиться трудиться, получать результаты, быть востребованным. В этом случае он достигнет той цели, которую он перед собой ставит. Но при этом вот эта цель, которую он имеет в виду, она не должна стать самоцелью. Она должна стать просто мечтой, представлением, а по большому счету он должен трудиться, быть востребованным, быть хорошим специалистом, быть ответственным человеком. И самое главное, с большим знанием той области, которой он свою жизнь посвящает. Вот этого я хочу. Вот маленькому человеку, конечно, надо вырасти здоровым, надо вырасти уважаемым и уважающим людей человеком. Егор Афанасьевич, спасибо. Но наш эфир подходит к концу. За 2 часа прозвучало множество вопросов. Конечно, поступило их намного больше. И каждый якутянин, кто отправил свой вопрос, я отмечу, кто позвонил, кто написал, они все получат ответы. Потому что, как показывает практика, именно после подобных прямых эфиров появляются конкретные решения по озвученным проблемам. Спасибо всем, кто проявлял активность, всем, кто принял участие у нас в прямой линии. Егор Афанасьевич, вам хотим выразить слова благодарности и пожелать сил для решения всех вопросов. Все вместе будем решать. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.